Всем здравствуйте! Небольшой обзор печи для бани. Печь имеет овальную форму. Овальная форма котла, да и всей конструкции. Это позволяет увеличить внутреннее пространство печи. Сейчас покажу. Вот. Сзади дополнительные листы из легированной стали. Так, трехслойная дверца. Замок крюкового типа. Вот. Защитный экран на двери. Точечная сварка. Не сплошной шов. Так, потом вторая, это основная стеночка самой двери. И наружная, которая имеет зазор. Она самоохлаждаемая получается в итоге. Так, вот такой крюковый замок. Люди предпочитают такой, чем иные механизмы. Чуть-чуть дальше стоит. Ну, и она, соответственно, не греется. Заслонка нижняя для подачи воздуха. Труба квадратная 5,5 сантиметров, подпружиненная. Так, размеры. Так, по поводу овала еще вот. Она позволяет обойтись без усилителей, без ребер. Вот, то есть металл не деформируется со временем. А вот сзади уже прямая. И тут, соответственно, без диффузора, но она усилена. Опять же, от деформаций. Так, длина котла 70 сантиметров. Можно длинные поленья топить. И высота 35 котла, а общая 45. Это у нас лабиринт. Вот по этой линии. Сварной шов внутренний. До сюда вот уже лабиринт идет. Так, что такое лабиринт? Вот этот котел, дрова положили, сожгли, и начинает воздух идти не прямо сразу к дымоходу, а делает круг, идет обратно по верхнему коридору лабиринта. Вот, то есть до сюда, вот отсюда сюда идет. Это тоже коридоры от лабиринта. И все, открываем люк. Сейчас посмотрим. Вот у нас котла не видно. У нас это внутренний лабиринт. Вот. Вот. И за счет вот этого лабиринта у нас повышается общее КПД печи, выделяемого тепла. То есть нагревается вся эта поверхность равномерно. Начиная отсюда, здесь делает оборот, отсюда здесь делает оборот, соединяется здесь и через дымоход, через заслонку верхнюю уже на улицу. Вот, ну сами подумайте, сразу на улицу отправить воздух или делать такой круговорот и получить больше тепла. Вот, это для бани, это делано так специально, чтобы быстро согреть воду на емкости здесь. Вот. По поводу покрытия, это термостойкая эмаль российского производства. Она не сильно оставляет следов. Изностойкая она. Вот. Цвета могут быть разными, там красный, черный. Ну, люди в основном вот заказывают такой серебристый цвет. Вот. Высота от пола может быть разная, но в среднем вот по 25, по 27 сантиметров делаем от пола. Так, вот тоже ребра, чтобы дно не играло, не гнулось со временем.
И сзади. Ну, везде косынка, везде усилители. Везде, где можно, где надо. Все это варивается. Люк тоже стали, она как бы двойная. Тоже. Опять же вопрос деформации. Вот. Как топится печь? Ну, топится обычно. Дрова закинули, растопили. И по поводу долготы горения. Это зависит от вас, от ваших дров. Сухостоем сожгли, горит, она догорает. И все, потом уже перед сном можно сырые поленья положить туда, доложить там сколько, какое количество, какой длины. И все, закрываем заслонки. Это можно не трогать даже, можно трогать. В зависимости от ситуации. И все, печь стоит, превращается уже в конвертер. Шипит, тихо горит, выделяет за счет лабиринта больше тепла. Все эта поверхность, она горячая. Все. И стоит, работает сам по себе там сколько угодно, как хотите, когда хотите. Вот. Это уже от вас. Зависит и от регулировок, от настроек. И все, со временем привыкаете, со временем уже знаете, как работает печь, какие дрова и какую долготу, какую температуру можно получить от этой печи. Так, это для бани, для охотничьих домиков. Такая же форма, такая же все. Но здесь между котлом и лабиринтом будет зазор 5 сантиметров. То есть котел будет охлаждаться. Здесь будут такие дырочки сделаны для отвода горячего воздуха. Вот. И раздельный вот такой дальше лабиринт, такая же схема. Просто котел будет охлаждаемым. И за счет этого у него будет ресурс уже там подольше, чем закрытым перегородкой. У нас в баньке топится раз в неделю. Вот. Ну, посчитайте там за 8 месяцев зимы по 4 раза в месяц. Поэтому как бы такая конструкция выдерживает. И она больше греется здесь. Именно для того, чтобы согреть воду быстро. А для домиков остальных там идет уже с отдельным лабиринтом. Ну, как-то так. Будут вопросы, обращайтесь. В принципе, тут я объяснил вкратце механизм всего этого. Желания всякие разные могут быть. У каждого человека свои потребности. Обычно просит там с этой стороны, чтобы открылся, или с этой стороны, чтобы открылся. Просят там лючки там по краям сделать, или даже 3, там, кому как. Любой каприз за ваши деньги, как говорится. Вот. Но, в принципе, вот она будет, в принципе, такая же овальная конструкция, с такой же дверью. Вот. Ну, не сильно отличаться будет. И остальное уже на ваш выбор. Как хотите, чего хотите, какого цвета, из какого. Вот. Но в основном вот заказывают такие печи. Заказов много. Вот. И за счет того, что КПД тут выше, люди почувствовали это, что с утра в мороз идти топить баню, чтобы вечером помыться. Тут уже вечером идут, топят за раз. И все, и вода быстро нагревается, помещение быстро нагревается, и все, через час люди идут мыться уже. То есть экономичные и по дрова, по количеству дров, по времени. Вот такая вот конструкция. Так, все, вкратце вот так. Дальше уже на ваше усмотрение. Всем спасибо, до новых встреч.